Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о темах вечернего выпуска. Строительная готовность онкодиспансера в Якутии составляет 85%. В республике продолжаются сборы и отправка гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Тренировка по десантированию спасателей из вертолета прошла в Тулагино-Кильдямском наслеге. Выставка картин Ивана Шишкина откроется в Национальном художественном музее. Лучшим руководителям детского движения Якутии вручили премии «Золотая звезда». Глава Якутии провел встречу с председателем правления Азиатско-Тихоокеанского банка Кайратом Алтынбековым. Руководитель финансово-кредитного учреждения рассказал Айсену Николаеву о реализации инвестиционных проектов, кредитовании недропользователей и внешнеэкономической деятельности финансово-кредитного учреждения. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе возможность участия банка в кредитовании проектов, связанных со строительством жилья и социальных объектов в Якутии, а также предоставление финансовых услуг стратегически важным для республики предприятиям. Важнейший объект строительства для республики в текущем году – новый онкоклинический центр, осмотрел первый заместитель председателя правительства Кирилл Бычков. Наш корреспондент Мария Кардашевская работала на месте событий и разузнала все подробности. Долгожданный для Якутии центр станет одним из самых крупных медучреждений онкологического профиля на Дальнем Востоке. Его ввод запланирован на конец 2023 года. Новое четырехэтажное здание площадью более 25 тысяч квадратных метров разделено на 4 блока. На сегодняшний день готовность объекта уже около 90%. Остались вентиляция, электрика и монтаж специальных труб, поставляющих кислород. Новый онкоклинический центр сможет принимать до 50 тысяч пациентов в год. В здании разместится поликлиника на 210 посещений в смену, операционные и палаты интенсивной терапии, а также стационар на 180 коек. Первый блок – это отделение медицинской визуализации, административные помещения, эндоскопических исследований. Второй блок – это отделение операционное отделение интенсивной терапии. И также третий, четвертый блок – это у нас диспансер, койки. Это первый этаж. Второй этаж, также в третьем, четвертом блоке диспансер, койки. Второй этаж, тоже отделение интенсивной терапии. В первом блоке у нас находятся операционные. Первый вице-премьер Кирилл Бычков осмотрел объект и отметил, что сроки строительства соблюдаются. Сейчас все оборудование находится в пути. Его основная часть придет летом. Более того, уже сейчас идет набор будущих сотрудников. Формируется штат работников, которые сразу уже по сдаче объекта в конце текущего года приступят к работе. Поэтому я надеюсь, что у нас все наши планы выполнятся, и даже те сложности с поставками из-за санкций нам не помешают успешно сдать объект в этом году. Уже в этом году республика получит новое, оснащенное по последнему слову техники медицинское учреждение. В новом центре врачи смогут лечить особо сложные случаи онкозаболеваний, а это бесспорно станет рывком в эффективности лечения пациентов. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии выросла ожидаемая продолжительность жизни. Показатель достиг почти 73 лет, превысив средние цифры по России. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на пленарном заседании второго съезда депутатов представительных органов муниципальных образований республики. Напомним, Якутия занимает первое место на Дальнем Востоке и 7-е в стране по рождаемости и естественному приросту населения. Айсен Николаев отметил, что в условиях западных санкций экономика республики сохраняет стабильность и даже увеличивает темпы роста. Якутия формирует почти четверть валового регионального продукта Дальневосточного федерального округа и занимает 8-е место в стране по промышленному росту. Якутск будущего показали в Москве. На площадке госкорпорации развития ВЭБ РФ прошла презентация инвестиционных проектов столицы республики. Администрация города подготовила 10 проработанных проектов в сфере благоустройства, туризма, сельского хозяйства. Какие из них больше всего заинтересовали инвесторов, узнаем у Максима Кардозу.
Якутск начал свою презентацию сразу с козырей. Экспертам из 100 городов были представлены лучшие практики в сфере информационных технологий. Сегодня столица республики является одним из IT-центров России, и опыт наших специалистов готовы перенимать в других регионах. Сегодня мы подробно разобрали, как работает IT-кластер, как вы бережно относитесь к сопровождению детей разного возраста, погружая их вот в эту профессию. Мне кажется, это очень правильная история. Сегодня глава города сказал, что у нас в планах еще из детского сада детей начать обучать. И я думаю, что когда вот такое внимательное отношение к развитию этой профессии, к вовлечению в эту профессию, я считаю, что в Якутске IT не только быть, но и быть на самом высоком уровне. Якутская администрация подготовила 10 проектов для презентации. Среди них модернизация системы наружного освещения, появление транспортно-логистического центра, комплексная застройка жилых кварталов. В рамках презентации было подписано и соглашение о сотрудничестве с Центром развития общественных пространств и парков. Последнее связано с грандиозными планами по реконструкции парка культуры и отдыха в Якутске. Очевидно и понятно, что сегодня развитие парка требует капиталовложений, преображения парка, чтобы он отвечал современным требованиям, которые выставляют жители города Якутска. И это тоже требует дополнительных вливаний. Значит, мы сегодня презентовали проект, по которому в рамках модернизации парка предлагается также строительство круглогодичного аквапарка на смежной территории. Еще один интересный проект, который был представлен инвесторам, это строительство 4-звездочной гостиницы в Якутске. Она уже точно примет первых гостей через несколько лет. На наш взгляд, рынок туристический Якутии масштабен, находится в процессе становления и сдерживается в основном отсутствием качественных объектов размещения. И на наш взгляд, реализация этого проекта позволит вывести продукт и туристический, и, в принципе, туристический потенциал на новый уровень. Подобные масштабные презентации – это отличный способ найти дополнительные средства на реализацию важных для города проектов. Более 100 инвесторов присутствовали на площадке ВЭБ-РФ, и можно не сомневаться, что Якутск будущего их сильно заинтересовал. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва. Якутия наращивает объемы поставок гуманитарной помощи в зону спецоперации. Об этом сегодня на еженедельном брифинге сообщил зампредседателя оперштаба, председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. Он подтвердил ранее анонсированное поступление в Якутию большой партии товарно-материальных ценностей для вооруженных сил. В эти дни идет активная поставка нового груза с экипировкой и снаряжением для военнослужащих якутян в зону спецоперации. Кроме республиканских мер поддержки, районы дополнительно оказывают помощь своим землякам. Так, в Нюрбинском районе каждому мобилизованному и добровольцу были выделены единовременные выплаты в размере 80 тысяч рублей, а также субсидия по 30 тысяч рублей их семьям. Кроме того, в районе был создан фонд помощи мобилизованным, где с первых же дней начали поступать средства, в том числе от нюрбинских предпринимателей. Глава УЛУСа лично посетил земляков в зоне соприкосновения. После первой поездки наш глава, узнав, что да как это все, всю логистику в зону СВО, съездил во второй уже раз. И уже вот на средства пожертвований фонд мобилизованных приобрели автомобиль, уже какую-то аппаратуру, да, квадрокоптеры, там, ну и разные приборы. И я считаю, что поддержка идет, работа идет, потому что наша обязанность поддержать наших земляков. Театры Якутии направили 350 тысяч рублей в поддержку бойцов спецоперации. Средства собрали от продажи билетов. В концерте приняли участие артисты Русского театра имени Пушкина, Саха-театра имени Аюнского, воспитанники театральной студии «Талан», театра оперы и балета, театра коренных малочисленных народов Севера, ТЮЗа, детской музыкальной театральной студии «Тускул». Также номера показали артисты театра эстрады, театра танца, Якутского колледжа культуры имени Макаровой, Государственного ансамбля скрипачей-виртуозы Якутии, театра кукол Нерингри, Арктического института культуры и искусств, а также театра Аланхо.
Сотрудники службы спасения Якутии готовятся к паводковому сезону. Сегодня завершается трехдневное обучение по беспарашютному десантированию. 46 спасателей на полигоне села Кильдямцы отработали спуски с вертолета Ми-8 полярных авиалиний. С места событий расскажет Светлана Амосова. Быстро, слаженно по команде. Первыми на борт поднялись опытные спасатели и наглядно показали технику правильного спуска с вертолета. Сотрудники службы спасения обязательно весной и осенью проходят вот такие учения беспарашютного десантирования. Прямо сейчас спасатели спускаются по сброшенной веревке вниз с высоты 40 метров. Вторым рейсом отправились отрабатывать спуски новички. Это те спасатели, которые были наняты совсем недавно. И для них это первые учения. Всего это свыше 30 человек. Среди них и Вальтер Васильев. Пришел в службу спасения 4 месяца назад. Раньше работал тренером по настольному теннису в ДЮСШ. Эмоции необъяснимые. Первое впечатление отличное. Самое трудное – это преодоление страха. Справился отлично. Хорошо. С собой доволен. Сначала спасатели загружаются в вертолет, крепят себя специальным тросом, который может выдерживать до нескольких сотен килограммов. На тренировке спасатели в первую очередь отрабатывают командное взаимодействие. Помимо этого, особое внимание уделяется правильности выполнения спуска. Спасатель должен знать правильно, как спускаться с вертолета, как приземляться на ноги, все, чтобы правильно все было отработано. Эвакуация людей происходит в любое время года. Территории в Якутии большие и много труднодоступных мест, куда можно добраться только при помощи авиации. Не всегда есть возможность осуществить посадку вертолета и высадить спасателей. Приходится работать с применением беспарашютного десантирования. Поэтому от согласованности и навыков спасателей напрямую зависит исход спасательной ситуации. Особенно охотники, они иной раз бывают на ледовом плену, и мы их эвакуируем беспарашютным десантированием, так как там вертолету невозможно садиться. По словам специалистов, в этом году в Якутии ожидается тяжелая паводковая ситуация в связи с обильными снежными осадками. Поэтому уже сейчас сотрудники службы спасения активно готовятся к весеннему половодью. Ведь тяжело в учении, легко в бою. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Кильдямцы. 39 жителей Ленска получили ключи от новых квартир. Все они стали новоселами дома по адресу Рабочий 1. На торжественном вручении работала наша съемочная группа. Сдан очередной дом в микрорайоне Рабочий. 9 этажей, 72 квартиры. Современный дизайн многоэтажки, застекленные лоджии, бетонные дорожки для пешеходов, подъездные пути для автомобилей. Здесь уже есть все. Застройщиком этого дома было Республиканское ипотечное агентство. Это один из двух застройщиков, который у нас строил дома по программе переселения. Сейчас у нас еще один добавился. Так что всех поздравляю. Качество дома достаточно хорошее. Комиссия это отмечала, когда приезжала из Якутска, и наша внутренняя комиссия администрации. Так что всем жителям уюта в этих домах создать домашний очаг. Накануне выходных ключи от квартир из главы города получили 39 жителей новостройки. Все они с нетерпением ждали этого момента, так как уже много лет проживают в аварийных домах, в большинстве которых очень холодно. Я хотела бы сказать слова благодарности нашему правительству за то, что есть такая программа, нашим ленчанам, нашим девушкам, которые отработали очень хорошо все это с отдела переселения. Вам, всем жителям, кто здесь будет жить, здоровья и счастья. Получил ключи от новой трехкомнатной квартиры и Степан Таковчук. Дедушке уже 84 года. Ему дали квартиру на 3-м этаже новостройки, как и просил пенсионер. Высоко подниматься, рассказал Степан Николаевич, не может, ноги болят. А к лифтам он не привык. Доволен. Квартира просторная, светлая, осталось только вымыть строительную пыль и можно переезжать. Ну, они сказали, что будут еще это отделывать сами. И балкон будут стяжку делать. Вот это вот все дырки заделывать будут. Ну и все, больше чего нам надо. Ну, по это-то пол-то вымою. Зашел в этот день в гости к Степану Николаевичу глава города. Анатолий Макушев поинтересовался у пенсионера, понравилась ли ему квартира. Квартирка хорошая, но много уборки. Уборки, ну там убраться надо будет, конечно.
У меня тоже хлопоты такие приятные. Уходя, глава пожелал, чтобы новые владения принесли хозяину только приятные события. Ключи еще от 33 квартир будут вручены в ближайшее время, когда Новосел закончит оформление всех необходимых документов. Светлана Валеева, Александр Ильчук, Ленск. Сегодня началась командировка наших коллег в городе Томот. И сейчас с нами на связи Александр Хавренко, который расскажет нам о первом дне Томотского десанта НВК «Саха». Александр, приветствую. Много ли сегодня было снято и какие планы у вас на завтра? Приветствую тебя, Кристина. Да, буквально как только мы пересекли границу города Томот, мы включились в работу. Было снято очень много материала и для новостей. И наши коллеги из спецпроектов тоже снимали свои программы. Было отснято очень много для «Утра Якутии». В общем, работаем мы здесь, не покладая рук. Потому что главная наша задача нашего десанта – это рассказать как можно больше о Томоте. А поверьте, здесь есть о чем рассказать, есть чем удивить, есть чем порадовать. Самое главное, для чего мы сюда приехали, это, конечно же, концерт «Весна на НВК», который мы покажем завтра в прямом эфире в 19 часов. И мы сейчас находимся именно в том здании, где этот концерт пройдет. Это Дом народного творчества города Томот. Очень такое приятное, я бы даже сказал, немножко камерное здание. Очень небольшой зал, но я напоминаю, что концерт будет идти в прямом эфире, поэтому его могут увидеть тысячи и тысячи зрителей. И ведущим на этом концерте будет наша коллега Надежда Саханская. Надь, вот сегодня был прогон, я, к сожалению, было много работы, не все успел посмотреть. Как тебе номера, которые подготовили нам жители Томота? Приветствую, Александр. Я так скажу. Все номера меня очаровали. Я не могу выделить какой-то конкретный, потому что это было бы несправедливо по отношению к другим выступлениям. И, конечно, там будут песни, танцы, художественные композиции. Но самое главное, смотрите завтрашний концерт. Все карты мы сразу открывать не будем. Да, мы не будем открывать все карты, но одну карту мы вам раскроем. Еще одним ведущим на концерте будет Роман Сливкин, который живет в Томоте и руководит здесь студией эстрадного вокала. Роман, я знаю, что кроме того, что вы завтра будете ведущим, вы еще и принимали активное участие в подготовке номеров. Расскажите, как вот проходил процесс подготовки концерта? Ну, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые зрители. Хотелось бы сказать то, что весна действительно не за горами, и этот проект для нас, для томотцев, долгожданный, но очень сложный, потому что все в сжатые сроки готовится. И ребятишки, и взрослые, кто участвует в концерте, приложили огромные усилия для того, чтобы порадовать своих земляков и порадовать телезрителей теми номерами художественной самодеятельности, ну, которые, наверное, считаются лучшими на данный момент. Вот. И приложено было, еще раз скажу, что приложено было громадное количество усилий и технических, и моральных, и физических. Волнуетесь? Конечно. Ну, я советую вам не волноваться, отпустить все так, как оно должно быть, потому что работают профессионалы и с вашей стороны, и с нашей стороны. И я уверен, что завтрашний концерт пройдет у нас отлично. Я напоминаю, что завтра в 19 часов на телеканале Якутия-24, на телеканале НВК «Саха» в прямом эфире концерт «Весна на НВК». Включайте, смотрите. Я уверен, что будет все очень интересно. Ну, а мы завтра продолжим работу и уже будем потихонечку выдавать материалы, которые мы сняли в городе Томот. Кристина? Александр, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Александр Хавренко. Ну а мы продолжаем. Из Государственного музея Республики Татарстан в Якутск привезли более 80 работ известного живописца Ивана Шишкина. Сейчас в Национальном художественном музее проходит распаковка картин. Всего представлено 33 живописных произведения и 50 график. Специально для работы с экспонатами из Казани прибыла Светлана Новикова, хранитель графики Казанского музея. Распаковка картин проходит строго по правилам музея. Сотрудники придерживаются всех нормативов и проверяют на сохранность произведения при транспортировке. Как отмечают специалисты, все картины прибыли в целости и сохранности. С Казани они ехали 1,5 недели. Выставка будет открыта 7 апреля. Наша вот привезенная коллекция, она хороша тем, что и самые ранние вещи есть. Это 50-х годов, когда Иван Иванович, он еще учился. И есть картины, которые написаны в самый последний год его жизни. То есть на выставке можно проследить все его творчество от самых ранних до последних работ. В
В храме святителя Иннокентия города Ленска заменили иконостас. Старый был установлен в 2001 году при строительстве и освящении храма. Он был обычный, деревянный, а иконы из фанеры без каких-либо украшений. С годами иконостас устарел и потерял первоначальный вид. Поэтому и пришла мысль настоятелю храма Анатолию Астафьеву его заменить. Идеи он эту вынашивал долго. Нашлись добрые люди, прихожане храма, которые пожертвовали безвозмездно 4 миллиона рублей на покупку этой красоты. Иконостас изготавливался целый год, а месяц назад он пришел к месту назначения и был установлен за считанные дни. Теперь он украшает Ленский храм. Это все дерево, дуб, местами липа, я так понимаю, с позолотой настоящей. Иконостас получился очень ярким, праздничным, очень красивым. Знаете, у меня настроение вот целую неделю, я хожу настолько приподнято, что дома только хорошее настроение было, как эти дни, потому что сбилась моя мечта. Образовательная программа для участия в конкурсе «Инносфера» стартовала в Якутске. Этот конкурс проводят в 3-й раз, оценивают создание условий для выявления и развития интеллектуального и творческого потенциала детей. При этом главным критерием является использование информационных технологий. В этом году по итогам 2 этапов отобраны более 20 образовательных проектов. Их авторы в течение 3 дней получат рекомендации, как улучшить проект. Также им предстоит работать в команде, после чего проекты отправят на доработку. Затем стартует сам конкурс «Инносфера». На 2-й этап конкурса «Инносфера» в этом году набрали 20 проектов. Получается, они во время акселерационной программы будут дорабатывать свои проекты, обучаться по социальному проектированию и знакомиться с деятельностью инновационных центров. Во-первых, у нас поддержка – это проведение таких образовательных мероприятий, как акселерационные программы. И, конечно же, наша главная, основная поддержка – это вручение грантов на сумму не более миллиона, можно сказать, 1 000 000 рублей, на создание инновационного центра. Названы лучшие руководители детских общественных объединений за 2022 год. Во время проведения финального мероприятия фестиваля «Мусустар» состоялась церемония вручения премии «Золотая звезда». Старший методист Центра развития творчества детей и юношества города Нерюнгри Светлана Караева стала обладателем этой награды. С подробностями наши коллеги. За плечами 23 года работы методистом и богатый опыт по развитию детско-юношеского движения Нерюнгринского района. Светлана Караева воспитала не одно поколение молодых активистов, которые каждый год достойно выступают и презентуют свои проекты. И занимают призовые места на республиканских и всероссийских конкурсах. У нас идет серьезное обучение. То есть мы знакомимся со всеми методиками разработки социального проекта, алгоритму написания социального проекта, его реализации. Поэтому ребята сначала обучаются, и в совместной деятельности они создают некий продукт, который под моим руководством и реализуют. Екатерина Головко занимается в центре с 5 класса. Занималась волонтерством, проектированием, обрела новых друзей и получила знания, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. Я научилась выражать свои мысли, готовить, проектировать, создавать проекты. Я научилась показывать себе лидерские качества и быть собой, работать с людьми. Главная задача методиста – воспитание активных ребят, которые сами могут организовывать масштабные мероприятия и реализовывать социально значимые проекты. Также, которые могут выступать и создавать команды. Я попал в Союз детских общественных объединений 4 года назад. Благодаря Светлане Викторовне, по ее рекомендациям, по опыту ребят, знаю, что она хорошая. И мне предложили вступить в содружество и попытать себя в своих потенциальных идеях. Я пришел и познакомился с Светланой Викторовной. Светлана Караева признана лучшим руководителем детско-юношеского объединения и удостоена премии «Золотая звезда». Такая награда вручается за яркие инициативы, авторские разработки и содержательную деятельность, достойную широкого распространения. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.